в РОВД. Мы Сейчас, скажи, всю дорогу ехали. Мурат, вы вот ехали всю дорогу, вы даже не подозревали, куда вас везут. Вам сказали, куда вас везут? Сюда сказали, что в Грозный везут. Точно, в какое дело, не знаю, да? Ну, приблизительно догадывался. Ну, потом уже догадался, что, ну, и они сказали, что в Старопромысловск. Вот, мы появились у порога этого УВД, и я вас очень прошу, чтобы не было ни у одного человека сомнения, что вас кто-то бил, что к вам применялись какие-то методы недозволенные. Не было. Когда мы ехали от момента моей передачи белорусскими этими полицейскими, вот этим ребятам, ну, до отсюда никакого применения ко мне, ни насилия, ничего не было. Отношения к вам, оскорбления, унижения какие-нибудь были? Нормально? Вот вам, да, все нормально, я приехал. С вас сняли наручники, вам вернули ваши вещи, то есть к вам сейчас дальше уже на данном этапе, да, вот все так, нормально. Да. Мы в присутствии вот этого начальника, замначальника УВД обещали вам, что ваше дело мы будем сопровождать. Да, и обещали то, что когда если меня отпустят, ну как бы сопроводите меня до родственников. Это тоже было. Да, обещали вы, да? Обещали, мы вам обещали, и вы должны быть абсолютно честны, так как мы к вам, конечно, мы приехали просто защитить ваши права, если они ущемляются. Все. Поэтому никаких претензий у нас нет. Мурат, еще вопрос. Вот в Ютубе есть информация, где ты показываешь фотографию молодого человека. Там съемка есть, да, такая? Да, съемка, где ты указываешь на этого парня, который якобы тебя пытал в каком году? В 14-м, да? 13-м. Вот. Это соответствует действительности? Это было сказано в целях безопасности моей, потому что в то время, на тот момент, по истечению 48 часов из ИВС я находился, чтобы меня, время 48 часов было дано для того, чтобы меня передать. Как мне объяснили сотрудники ИВС и полиции, которые были, они сказали, если в течение 48 часов люди не приедут за тобой, с официальным документом, то ты выходишь на улицу.